Я приветствую всех, друзья. Это Nocta History, проект, который мы делаем про историю нашего края, про историю Гагаузии, про историю Республики Молдова и территории между Прутом и Днестром. В первых двух выпусках мы говорили с Октавианом Цику сначала про межвоенный период нашей истории или румынский период нашей истории. Во второй части мы говорили про период оккупации, как он сказался на культурном, социальном состоянии, или как он повлиял на народы, проживавшие тогда, или которые продолжают жить на территории между Прутом и Днестром, на граждан Республики Молдова в целом, да, если говорить на граждан гагаузской этничности, этнической принадлежности, молдавской этнической или румынской этнической принадлежности. В этой части я предлагаю поговорить о депортациях, которые тоже очень важная веха, очень важный трагический эпизод нашей истории, тех, кто живет в Республике Молдова. И продолжить, и поговорить об этом я предлагаю с Октавианом Цику, или продолжить этот разговор с Октавианом Цику, доктором истории. Господин Цику, приветствую вас, рад вас видеть у нас в студии. И возможности поговорить с вами об этом периоде. Более того, вы исследовали этот момент, у вас была экспедиция памяти, насколько я понимаю, вы говорили в одной из прошлых наших передач, вы были в Сибири, именно в тех лагерях, куда депортировали бессарабцев, да, в том числе и гагаузов, насколько я понимаю. И я так понимаю, что вы были не только в России, вы были и в Казахстане. В Казахстане, в Сибири. 6 экспедиций. 6 экспедиций. Давайте коротко. Насколько я понимаю, сколько вообще волн депортации было? Насколько я понимаю, насколько я знаю, их было 3. И самое главное, очень здесь, я с детства слышал, да, что одних депортировали в Казахстан, других депортировали в Сибирь. Почему в Казахстан, почему в Сибирь? И в какой волне депортировали в Казахстан, и в какую в Сибирь? Давайте вот с этих вот базовых вопросов начнем. Как бы мне самому было бы интересно это послушать, и нашим, тем, кто нас смотрит, наверное, тоже. Ну, первое — это волны. Да. Потому что у меня относительно депортации... Во-первых, личная история. Я из 7 депортированных. Мой прадед был осужден в 1944 году на 15 лет. Отсидел в Воркутлаге. Это на добыче угля. 15 лет от конца. И уже весь род, прабабушка в 1949-м, как семья врага народа, была депортирована в Иркутск. В Чунском районе, в село Парчум, которое было построено людьми из моего села, которые были депортированы. Таких сел мы нашли более 100. Я был лично в более 100 сел, построенных молдаванами, гагаузами, румынами, депортированных в Бессарабии. Там, в Сибири? В Сибири, в Казахстане. 34 из которых это фантомы, то есть привидения. Села остались только кладбища, кресты и захоронений. Больше ничего там нет? Больше ничего нет. Второе, конечно, я исследовал по документам. Я был членом комиссии президентской по осуждению коммунизма в 2010-м. И третье, это уже экспедиции «Память». Это уже практически единственный проект такого рода в мире, в котором мы организовали себя группой экспедиционеров из 10-12 человек, которые 2 раза сходили в Казахстан. Мы объездили зоны депортации с Алматы, Кызыл-Орда, Караганда, Балхаш, Джеказган, Астана, Павлодар. Это обширная территория, особенно Карлаг, где мы, кстати, впервые увидели гагаузов в Карлаге. И я удивился, как они появились до Второй мировой войны. Это как раз насчет того, что означает волны депортации. Потому что для нас первая волна депортации — это приднестровцы, которые были депортированы в результате сталинской коллективизации 1929 года. Начались депортации из Молдавской автономной Советской Социалистической Республики, где было и много гагаузов. То есть как бы одновременно с депортациями этого периода и первая волна, скажем так. Уже вторая волна — это 1941 год, 12-13 июня. Вторая большая проблема — это цифры, о которых мы тоже сегодня поговорим. Третья волна, классическая, скажем так, это наиболее известная. 6 июля,
относительно которой неоднозначные отношения у гагаузов и у румын. Для румынов это была самая трагическая война, для гагаузов не настолько трагическая. Почему? Ну, потому что меньше всего гагаузов было депортировано. В 1949 году было около 1500 только. То есть это было около 500 с чем-то семей. Почему это произошло? Вы хотите сказать, что в первую волну, не в первую, а в 40-41 год больше гагаузов, примерно пропорционально населению. То есть и пропорционально всей его численности. Из Молдавской ССР было 22 тысячи депортировано в 1941. Всего из территории, аннексированной Советским Союзом, было около 40 тысяч. Но это были южные регионы Украины и уже Северная Буковина и Хотин, которые уже не были в составе Молдавской ССР. И уже вот третья волна, как классическая, это яховисты, это депортированы по религиозному принципу в 1951-м. Это уже получается четвертая, если брать во внимание Молдавская ССР. Да? Четвертая вообще, а третья из Бессарабии, да, скажем так. Здесь гагаузов не было вообще. Там большинство из них с севера Молдовы. Там попала и мама, и родители Зинаиды Петровны Гречан, которая родилась в Томске. И она... Она коснулась только яговистов или свидетелей Иеговы или другие течения тоже? Другие только течения, связанные с... которые являлись баптистами, и яховистами и такого рода, потому что они не являлись неблагонадежными для советского режима, они не участвовали на выборах и много такого. Так вот, что я хочу первое разрушить мифологию. Вообще, чтобы все знали, депортации были постоянным процессом, начиная с 1944 года. Ну, об этом, в принципе, как бы, если возвращаясь к тому же Солженицыну, который пишет в своих «Архипелаг ГУЛАГ», он же пишет, да, что этот процесс был непрерывный. Непрерывный, да, это однозначно. Я написал книгу, называется «История восточных румын». И в этой книге впервые в истории Республики Молдова я написал главу про румын, которые находятся вне границ Румынии и Республики Молдова. То есть это история румын в России, в Украине, в Казахстане, в Кавказе, в Узбекистане, в Балтийские страны и так далее. Это на личном опыте и на том, что мы открыли для себя. Относительно цифр, я говорил о том, что это был непрерывный процесс. Мы говорим о более 100 тысяч человек, которые были насильственно депортированы. Сюда мы можем вписать всех тех, которые были депортированы в эти 4 волны, уже с Приднестровской волной, но в том числе с теми процессами, которые отчуждения и осуждения, которые начинались с 1944 года. Отчуждение, осуждение, что вы имеете в виду? Отчуждение из земли бессарабской, а осуждение за счет того, что большинство, которые попадали под репрессиями и депортации, это были пособники так называемой германско-румынской оккупации. Все те, которые вот эти... С точки зрения советской власти. Советской власти, да. Так получилось, что самая большая волна 1949 года, она стала волной тех, которые были семьями депортированных, а самое, скажем так, эпицентром депортации это были так называемые кулаки, зажиточные крестьяне. В 1949 году. В 1949. Это 60-70% всего контингента. Потому что они являлись главным препятствием коммунизации и коллективизации сельского хозяйства. Вот здесь вот интересно, давайте мы с вами говорили, что про голод и обсуждали, да, посвятить ли, скажем так, в рамках этого проекта отдельную передачу голоду, да, то есть как бы о голоде говорили много. Вот здесь очень примечательно, что это вот самая масштабная, да, волна депортации, 49-й год, по-моему, она самая масштабная, да. Она же последовала после года 46-47 года.
И, в принципе, получается, что сначала заморили голодом, как бы, а я являюсь сторонником теории и считаю, что это был организованный голод. Как бы, Организованный голод. То есть тут как бы сомневаться очень сложно в этом утверждении. Вы правы, да. Да, то есть они сначала заморили голодом, да, а потом после этого те, кто выжил из таких самых трудоспособных, их в принципе, добили волной депортации. Я правильно понимаю? Или да. Как? Это было целенаправленное продолжение операции 40-41 года по уничтожению всего, связанного с румынской идентичностью. То есть людей, которые считали себя румынами, привязаны к румынской администрации, крестьян, которые имели, скажем, космос был создан веками, да, вот эта привязанность, дом, земля, церковь, да. Вот эта троица, которая советский режим не мог этого терпеть. Он должен был, во-первых, иметь колхозы, совхозы, чтобы обеспечить стабильность экономического производства и продовольственной программы. Контролируемую стабильность. Да. И второе – это советизация и коммунизация сельской местности. В отличие от царского режима, который оставлял села практически на своем ладу, и этим можно объяснить, почему объединение было с Румынией в 18-м, а в 89-м, 90-м не было. Они проникли вглубь, в сущность. Они разрушили эту сущность, вековую сущность румынской идентичности, и включительно всего того, что означает вот этот патриархальный образ жизни. Они разрушили полностью. Это был голод, и это была депортация. Почему так мало гагаузов было депортировано? Хорошо, что мало, конечно, я не говорю об этом самые минимальные цифры. Умерло 46-47. Да, минимальные цифры Шорников и Булгар говорят 200 семей. Вообще около 600 семей, даже есть по этим уездам, которые были тогда с гагаузским населением, около 1500 гагаузов. Это потому, что к 1949-48 года практически 80% гагаузов вошли в колхозы. То есть, после голода 46-47. Да, после голода 46-47 года. И второе, конечно, голод практически уничтожил, что можно было сопротивление уничтожить. И не было смысла уже добивать гагаузский народ уже и депортациями. Наверное, советский режим имел какой-то взгляд относительно гагауза, не антагонизировать до полной, скажем так, отверженности советского режима. Более того, они вошли в колхоз. Вот если сравнить с Бессарабией, на тот момент Бессарабия была коллективизирована на 22%, а Гагаузия на 80%. И поэтому здесь есть разница в восприятии. Вот если для румын депортация 49-го это самый трагический момент, даже здесь национальный день репрессий, как называют, в этот день памяти, в этот день 6 июля было депортировано 35 тысяч, хотя имелось в виду 40 тысяч. Почему и в чем отличается? Потому что есть разница между этими 41-м и 49-м. И я коротко опишу, что мы видели в Сибири. В 41 году была депортирована элита. То есть всех тех, которые представляли вот эти категории, которые я перечислил в прошлой передаче. То есть это мэры, секретари при мэрии, это учителя, директора, священники, промышленники, судьи, полицейские, нотариусы. Все, что было связано с элитой, было уничтожено. В 49-м другой контингент. Это уже крестьяне и уже что можно было добить. В 49-м практически это депортации женщин и детей. Из всего контингента 35 тысяч, только почти 10 тысяч мужчин. В большинстве старики, а остальные 25 тысяч это женщины и дети. Это были депортации так называемых семей врагов народа. То есть мужиков увели с 44-го, постоянно травили, убивали, расстреливали или депортировали в ГУЛАГ. Сцена обычно типичная. То есть и в 41-м, и в 49-м это были организованные военные операции. В Советском Союзе было 53 таких военных операций, депортаций.
волн, скажем так, или, как мы говорим, кампаний депортации. Из этих 53 38 имеют этнический характер. Остальные имеют внутренний характер. В чем разница? Этнические – это те народы, которые имели свой род за границей СССР, как румыны, молдаване, как азеры, с этими, как поляки, как немцы, как... Другой этнический аспект – это те, которые коллаборировали с немецким режимом. Это чечены, ингуши, каракчи, да, с Гитлером, татары. В том числе попали, да, чеченцы, так, в том числе попали и болгары, и гагаузы, как неблагонадежные. С крымскими татарами их считали в тот момент. И в общей целостности мы говорим о около 14 миллионов людей в Советском Союзе, которые были депортированы, по советской терминологии высланы. Угу. Организация, она была стандартная, все начиналось заблаговременно. Депортации 1941 года начались списки в ноябре 1940-го, а в 1949-м 6 апреля. Начался процесс, он окончился 6 июля. Если в 1941-м участвовал исключительно НКВД, и причем в Бессарабии в обеих случаях руководителем был Иосиф Мордовец. Кстати, относительно того демонизации русского народа и русского. Я не согласен с тем, что нужно демонизировать русских. Исключительно за это. Потому что советский режим, он имел такой космополитичный взгляд. Он был анациональным, он был идеологическим. Если рассматривать лидеров этих депортаций, то Сталин был грузином, а Гаглидзе, который был исполнителем по Бессарабии, он сам был грузином. Да, а Мордовец был просто украинским евреем. То есть это говорит о том, что национальная составная, она не являлась ключевым моментом. Да, те, которые вошли в дома, говорили на русском языке, и в нашем ментальном коллективном восприятии это русские в общих чертах. Но если говорить о составном преступлении, то тут участвовали многие в многонациональной империи, которая имела совсем другой взгляд относительно депортации, потому что помимо, скажем так, было много склонений, скажем так, радикальных историков говорит о геноциде против румын. Вот и депортация, и голод. И получается тогда несостыковка, потому что под депортацией попали вообще все народы Бессарабии, которые на тот момент Советский Союз не делал исключения относительно украинцев, гагаузов, болгар или румын. По процентуальному. Это было по-разному, конечно, в 49-м, в 41-м. И, конечно, Советский Союз не соблюдал даже советскую законодательность. Были приняты какой-то, скажем так, перечень прав, которые имели те, которых депортировали. Они даже это не соблюдали, даже время, отделенное на выселение, все это было ночью. В 49-м уже была общая операция «Юг» между военными и ГБшниками, то есть уже было разделенное министерство. Это создало определенные несостыковки, потому что обычно МГБ действовал более брутально, не соблюдал законодательство, а армия соблюдала законодательство, и Министерство внутренних дел писали доклады на ГБшников, что они не соблюдают. Операция, почему смогли 5000 людей спастись, это очень интересно, в том числе относительно гагаузов. Вообще в Гагаузе был сильный дождь, и поэтому 6 июля не получилось. Многие сбежали в Украине, потому что услышали, что депортируют со всей Бессарабии, потому что обычно депортации происходили только на эти дни, 2-3 дня. То есть если ты смог спастись, что очень занимательно, исходя из нашей типологии, почему спаслись 5000? В 41-м молдаван не брали в администрацию и в органы власти, и в органы репрессий. А с 44-го началась постепенная коренизация. И они получили должности.
И когда они получили должность и доступ к информации, они информировали своих родственников, куматрей, ненашей, непоц и так далее. И они сказали, убегайте, и они спаслись. Был такой случай в Четырянах, село Четыряна в моем Унгенском районе, что с центра приехал со списком, его напоили, потому что были родственники в этом сельсовете, и тот был пьяным, они увидели списки, и люди спаслись, 13 человек. Они убежали в лес, и там подождали. Конечно, некоторые потом убежали за своими семьями в Сибирь. Их просто упаковали в этих вагонах. Было заблаговременно подготовлены эти вагоны. Были станции, на которых их собирали машинами и потом отправляли в Сибирь. На определенном участке мужчин отделяли от женщин, мужчин отправляли в ГУЛАГ на трудовые работы, скажем так. Карлаг был самым известным таким, место, где мы были. Этот Карлаг, через Карлаг прошли около 2 миллионов этих людей, из которых она по территории была как территория Франции. Огромная. Это архипелаг ГУЛАГ, написанный Солженицын, он говорит, что это была изюминка архипелага ГУЛАГа, Карлаг, где мы вот нашли. И в первой, и во второй волне большинство было... Это в Казахстане, Караганда. В Казахстане очень много было. 9 тысяч в первой волне и также почти половина во второй. Что интересно, что мы не знаем, большинство вообще, самое большое число, это было в Томской области. Потому что Новосибирск и Томск было одним областям, они отделились в 1944-м. И вот Томск показал нам очень интересное лицо депортации 1941 года. Они были депортированы, вся эта элита всплыла через одно поколение и стала элитой уже Томской области. Вот, например, прокурор Томской области Настас из Кондратеж, Тунгенский район, или ректор медуниверситета из Томска, тоже из депортированных. Потом барон майонеза Владимир Кривовяз из еврейской семьи, его дед был депортирован из Сибири, у него был магазин и что-то еще там, и через поколение он стал самым богатым человеком, один из самых богатых в Томской области. И очень много людей, интеллектуалов, потому что это была элита, которая депортирована. И генетический код возродился через поколение, даже если их родственники умерли, потому что 1941 год был особенно трагичный. Они уже в 1944-м, 1949-м были подготовлены и ментально, и знали каким-то образом, что их депортируют. А в 1941-м это настолько неожиданно и настолько большой шок был, многие и условия не выжили. Почти каждый третий, в каждой семье был погибший в 1941-м. И вот те, которые выжили через поколение, они себя... Вот, например, представьте себе, ты заходишь в село Победа, Кривошейский район, в центр Сибири, в Томской области, и надпись в школе написано «Директор школы Марина Георгиевна». И понятно, и когда мы... Что за Георгиеву? Она говорит, Сергеева муж, она с Болграда, болгарка вообще. Они там по этому бессарабскому принципу создалась группировка такая в этом селе Победа. И мы нашли... в хорошем смысле, не да, группировка в хорошем смысле, потому что все эти села, которые мы нашли, вот, например, село Сосновка в Иркутской области, она создана людьми из Мирены. Там около 400 человек были депортированы. И в каждом, что еще мы нашли в Сибири, что в каждом из этих сел остались румыны, молдаване, живут по 2-3 семьи. Мы говорили о том, что после смерти Сталина они возвращаются. Нет, они остались. Многим из них не захотели возвращаться или некуда было? Вернулись и потом обратно возвратились. Да, это казус Дмитрия Казаченко из Грытьешт в село Веселое из Иркутской области. Он жил здесь 5-6 лет, потом ушел обратно. Некоторые вообще не возвращались, потому что не к чему было вернуться.
они все потеряли и возвращались. Здесь люди воспринимали их как врагов народа и так далее. Но они, по-моему, не могли селиться в своих селах, откуда их... Да, вот в Тюменской области мы доехали в село Раздолье, и там село это построено людьми из Пересечина, из Аргеевского района. А вообще люди из Улму, из Яловен построили 3 села. В Тюменской области, в Вагайском районе они построили Капкаинск, потом Кордон, и потом их 3-й раз выслали, сделали Первомайск. И вот этот человек, Тудор Племедялы или Федя Племедялы, он построил это село. Потому что молдаване строили по молдавскому принципу. Дома с верандой. Русский имеет избушки и все, а молдаванин, он делает веранду, чтобы до избушки ты очистил ноги. И вот эти веранды полна Сибирь, вот этих сел. И в конечном итоге вторая волна, там мы находим Иркутск, там мы находим уже Омская область, Алтай, где очень много гагаузов было выслали. Кстати, мы не успели в Алтай. Мы читали очень много высказываний относительно депортированных гагаузов в Алтайской области. И в Омске, и в Хабаровске, и в Тюмени. То есть мы прошли вот все эти 5 большие области, скажем так, России. Кстати, восприятие к наших экспедициях было хорошее. Как мы поняли, есть разница между Сибирью и Россией. В каждой сибирской области имеется свое правительство и свой парламент. И мы встречались на высшем уровне даже с министрами этих национальных. Это было с 2013 по 2019. И люди вообще воспринимали хорошо проект. Нам очень помогала молдавско-румынская община в Сибири. Приглашали к себе, и у нас было на много лет вперед уже по всем этим местам депортации. Но мы смогли каким-то образом сделать, очертить вот этот карту всего депортации, особенно по Иркутской, Красноярской, Тюменской, Новосибирской, Томской областях. Ну хорошо, тут из того, что вы говорите, есть 2 разницы. То есть те, кто попадал в лагеря, и те, которые основывали какие-то поселения. Спецпоселения, да. В чем разница? В спецпоселениях отправляли стариков, женщин, детей. Они работали на разрубку леса, построили дома, железные дороги, очищали все, что могло, и земледельчество. В ГУЛАГах мужики работали на добычу угля, железной руды, уранием, золота. Вот Бадайба, например. В Бадайба мы нашли около 100 с чем-то депортированных молдаван. У нас не было доступа. Но кто знает историю или географию, в Бадайбу это железные руды России. Это чуть-чуть севернее Байкальского озера. Мы туда не смогли доехать. Иркутск — это восток Байкальского озера, да. Получается, да? И в Братске нашли большую общину. Мы нашли много общин там, где строились советские учреждения, как ГРЭСы, как железная дорога уже, потому что от Тайшета, кстати, от Тайшета там доходило конец железной дороги, там их на машинах забирали и на баржах сажали, и по рекам распределяли по Сибири. А география лагерей, куда депортировали бессарабцев, она обширная или только есть определенные лагеря? Нет, она обширнейшая. Она вообще по всем ГУЛАГам есть. Везде, да? Везде, да. И в Магадане, и в Воркутлаге, и в Нори-Лаге. Нори-Лаг, там, где никельный завод. Вот Ефросинья Керсновская, ее... Потому что Ефросинья Керсновская сначала была в Иркутске, в Новосибирске, в той момент Томск, на Рым. А потом уже впоследствии она была осуждена и в Нори-Лаге. То есть мы всюду находили. Причем в контексте этих депортаций мы узнали, что бессарабцы выселены были еще в конце 19 века при Столыпине. Мы нашли по переписи в Енисейской области 54 румын, молдаван. И эта история всего, как происходило, лежит и в фильмах, которые мы делали. Экспедиции памяти мы сделали 14 фильмов, получили много премий на многие международные. Если просто нажать «Экспедиции мемории» на YouTube, можно найти все фильмы, которые мы делали в Сибири.
и в Казахстане, потому что в Казахстане тоже удрученная история, особенно Спасск 99. Мы были в самом большом лагере военнопленных в Советском Союзе, Спасск 99, 70 тысяч военнопленных, из которых 8 тысяч румын. Мы впервые опубликовали весь список этих военных, в том числе гагаузы, в том числе румыны, бессарабцы. И до сих Это пор... военнопленные, которые попали во Второй мировой войне, да. Мы, если резюмировать, да, то есть как бы тут мы, скажем так, немножко другой фокус вы даете вот в ваших рассказах именно сейчас. Непривычный тому, что я слышал до сих пор, да, мы больше говорили о том, да, кого депортировали, как люди страдали. Безусловно, то есть это тоже очень важный, да, момент, как их грузили в вагоны для скота и так далее, там, через что они проходили об этом. Но вы говорите о том, как они обустраивали свою жизнь там, да, и где они до сих пор сохранились. Но если резюмировать и говорить о том, как это вообще повлияло на состояние общества, которое осталось здесь, да, что бы вы сказали, какую бы оценку вы этому дали? Ну, во-первых, это страх. Страх на поколение. То есть люди не говорили об этом. Даже те, которые возвращались из Сибири, даже детям не рассказывали. Это настолько проникла ментальность бессарабцев. Это вообще трагедия самая большая. Можно ее по-разному рассматривать. Но это краеугольный момент общей бессарабской истории, скажем так. И формирования новой идентичности. Потому что всем понятно было, что депортации и голод, и репрессии, они связаны с тем, что ты идентифицируешь себя как румын. И люди опасались говорить даже о каком-либо. Это привело к тому, что депортация создала очень жесткий, сильный элемент построения новой идентичности. На этом, во всяком случае, основывается, потому что помимо уже репрессивных мер уже были и так называемые морковка, да, как мы говорим о палки и морковки, да? Да, кнут и пряник. Кнут и пряник, да, что вот это была составная часть кнута. И второе, она удалила из Бессарабии элиту, которая, многие из них полностью исчезли. И на поколение людей просто вывели из того, что мы означаем общество. Это было абсолютно нормально. Они стали врагами народа на поколение. Кстати, один из аргументов, почему многие не возвращались из Сибири. В Сибири есть привычка не спрашивать, как ты доехал в Сибирь, как ты там попал. Это неестественный вопрос в Сибири, потому что понятно, что там просто почему-то там оказались. Либо насильственно, либо прятались, либо каторга, либо просто осуждение. И тогда мы понимаем всего того, что означали депортации для разрушения такого цивилизационного склада Бессарабии, как румынского, европейского, и его превращение в русский мир, в русскую цивилизацию какую-то, если она есть, и советской, потому что есть и исследователи, которые говорят о советской цивилизации. Понятно, что это был краеугольный момент разрыва между этими двумя цивилизациями. Насильственный, о котором мы много знаем, но мало понимаем. Насильственный, что вы имеете? То есть много о самом процессе депортации? О самом процессе. Его последствий? И последствий, и самом процессе, потому что вы представляете, что для всего одного села и для города означает этот стук в дверь, это машины, гул и все это, потому что это уже наяву. И каким-то образом уже после независимости Республики Молдова началась другая борьба. Одни хотели вывести это наружу, другие пытались минимализировать, спрятать, потому что это делегитимизировало власть, особенно коммунистов, которые пришли, как Воронин, Лучинский и другие. И эта борьба превратилась во второе, скажем так, во второе наказание этих депортированных. Вот представьте себе закон 1994 года, который не считал
жертвами репрессий. Закон какой? 94 год. В 91-м был принят закон о жертвах репрессий сталинизма. Им давали льготы, им давали признание статуса и всякое. Вот в 94-м аграрии и коммунисты приняли этот закон, который не считал жертвами репрессий всех тех, которые родились в Сибири. То есть жертвами считали только тех, которые на момент тот депортировали. А если ты родился в Сибири, ты уже не жертва. И то есть такие, как Дьяков, допустим, да, или да, вот до 2021 года, пока я не оспорил это решение в Конституционном суде, считайте, 27 лет этих людей ущемили в права и в денежном, и во всяком измерении. И понятно, что это до сих пор болит и до сих пор живет, тем более, что их осталось около максимум 3-4 тысячи людей. Ну, кроме этого, есть закон о реституции, если не ошибаюсь, для... Но он не работает, конечно, потому что это не Румыния и не европейская. Была маленькая лазейка относительно возврата собственности, но... Он тоже связан с депортированными, да? Связано с депортированными, потому что должна быть полная реституция собственности, как в Румынии была национализация, и в Румынии уже после того, как начался процесс евроинтеграции, начал процесс реставрации собственности, скажем так. Мы, скажем так, близимся к концу сегодняшнего выпуска. Еще один момент, еще один, скажем так, вопрос, который хотел бы с вами затронуть. Коротко, насколько это возможно. У нас еще осталось минут 5. Это то, как это нас до сих пор разделяет. Да? Как бы здесь, в Гагаузии, опять же, да, возвращаясь к тому, о чем мы с вами говорили в предыдущих выпусках, этот проект по советизации молдавского общества, он, как вы сказали, он застрял, не был до конца реализован среди молдаван, румын, да, а в гагаузском сообществе он был реализован, ну, можно сказать, сполна, по большому счету, скажем так. Но мы видим, как это до сих пор нас очень сильно разделяет. Мы видим вот эту вот болезненную реакцию на любую попытку говорить об этом, скажем так, чтить память жертв всего этого. Да? Единственное, что мне очень часто всплывает в памяти, это как в Народном собрании, скажем так, продвигали постановление о учреждении Дня памяти жертв голода. Да? Как в Гагаузии, помните, это была группа 4 депутатов, Екатерина Жекова. Мы еще на передачах об этом говорили. Да. И как, я помню, на Народном собрании, день голосования, каждый из тех, кто против, посчитал своим долгом встать и, скажем так, осудить этих депутатов, Катерину Жекову, Елену Карамид, там, они в основном как бы были, да, на переднем плане. Там же в этой группе были и Тарнавский, и Железогл, но вот каждый, кто был в Народном собрании, считал своим долгом встать и публично осудить этих женщин за то, что они вообще посмели поднимать эту тему. И мы видим, как идет, скажем так, идеологическая борьба в Кишиневе, да, то есть каждый со своими датами памяти, да. Если у нас придут к власти путинисты, то, конечно, все отменят. Ну, то и мы знаем, что будет с теми, кто как бы чтит память всего этого, да. Конечно. 23 декабря одни празднуют День памяти жертв сталинизма и нацизма, а другие чтят память Ясской-Кишиневской операции. Да. Вот это... Почему нету единого... Вроде как бы и уже есть свое Министерство образования, есть своя программа, есть куча исследований, да, и вроде и куррикулум ты смотришь на учебники, как бы, там обо всем этом говорится. Но по-прежнему в обществе в значительной части вот идет отторжение к памяти всего этого. Как вы это объясняете? Ну, это понятно, потому что за 7 процессов смен между Румынией, Россией и СССР сложились свои, скажем так, ядро своих сторонников. За это время многое произошло, особенно советский период, он наиболее важный. Но, конечно, что происходит после независимости, объясняет, во-первых, политический контекст, в котором мы живем. Потому что у нас выборы не идеологические, не платформные, не доктринальные. У нас геополитические выборы в Республике Молдова.
То есть и геополитическая политика у нас будет. И между Западом и Востоком. И любая смена политической власти, мы должны, во-первых, себя спрашивать, насколько свободными и независимыми были за 30 лет. Да, мы сейчас имеем какой-то, особенно после 2009-го, более или менее проевропейский, в котором... Но также он был скомпрометирован борьбой между олигархами, которые позволили Игорю Додону как-то возродить этот тренд советской истории и так далее. И это будет продолжаться, пока Республика Молдова не войдет в Евросоюз каким-то образом, потому что демократия, она проста. Демократия – это большинство. Если проевропейское большинство будет править, у Молдовы будет будущее, и это означает, что мы сможем каким-то образом убедить других граждан путем евроинтеграции, потому что у нас только начинается процесс евроинтеграции. А евроинтеграция – это миллиардные фонды для интеграции. И поэтому процесс... То есть тех, кого не удалось убедить идеологически, тех можно убедить за счет перспектив развития. Конечно, это немногих, скажем так, можно, не всех, я бы сказал, но чтобы у нас большинство проевропейское было, и чтобы оно гарантировало, по крайней мере, еще бы один срок проевропейского правления. Это не обязательно означает, что ПАС. Это могут быть политические партии, которые объединятся и создадут большой проевропейский блок, который просто обеспечит Республике Молдова какую-то стабильность для окончания процесса интеграции. И как это отразится на формировании идентичности? Это во многом... И отношение, это во многом... отношение к этим вопросам, о которых мы с вами это говорим. Во многом изменит, потому что мы войдем в общее русло исторической европейской памяти. А на чем базируется европейская историческая память? Это на примирении. Если немцы и французы после 2 мировых войн договорились и закопали этот топор войны и создали Евросоюз, и после этого навязали всем этот процесс исторического примирения. Границы уже не имеют значения, имеет значение прозрачность границ, которая становится мостом сотрудничества и передвижения между народами, а не преградами. И с другой стороны, мы видим реваншистский проект, ревизионистский, военный, агрессивный. И разница между этими двумя огромная. То есть в процесс европеизации или того, что мы называем евроинтеграцией, он обширный процесс преобразования, в том числе ментальности. И мы уже не сможем быть другими, если станем составной частью европейской семьи. Это все очень скоро поймут, когда мы перейдем, скажем так, в другое измерение европейской интеграции. Господин Цику, я благодарю вас за эту дискуссию. Благодарю, что нашли время уделить этому проекту. Мы, безусловно, продолжим эти дискуссии по другим важным темам. Да, они обязательно. И они обязательны не только для Гагаузии, но и для всей Республики Молдова, для русскоговорящих всего постсоветского пространства, которые мало имеют представления о том, что означает собой Республика Молдова и Гагаузия, и вообще вся наша история. Откуда все тянется, да? Да. Спасибо большое. Друзья, благодарим вас, что вы были с нами. Благодарим за то, что смотрели нас. Не забывайте делиться, ставить лайки, комментировать. Нам очень важно знать ваше мнение, как вы к этому относитесь. Может быть, вас интересуют какие-то специальные темы, которые вы бы хотели, чтобы мы подняли в рамках проекта Nocta History. Увидимся в следующем выпуске. До свидания.